Здравствуйте, дорогие друзья, гости моего канала. Здравствуйте, дорогие близнецы. Сегодня мы сделаем пасьянс, прогноз на неделю с 25 по 31 июля. Это будет цыганский пасьянс. Мы посмотрим, какими же будут события недели для вас, близнецы. Также смотрите, вы можете смотреть такой прогноз как по солнечному знаку, так и по знаку асцендента, а также, может, у кого-то лучше резонируют лунные знаки. Так, ну что, давайте-ка смотреть близнецы. Близнецы с 25 по 31 июля. Какими же будут события? Если кто-то заметит, что я пропустила какой-то символ, то вы мне, конечно же, пишите в комментариях. Я буду с удовольствием откликаться и сообщать, что может означать та или иная картиночка, да? Тот или иной символ. Итак, ну что, поехали. Первый символ у нас совпадает, это подковка. А подковка у нас, сами знаете, на счастье, да, то есть будет какая-то удача и какое-то счастье буквально в первые дни недели. Так. Ну, вполне возможно, это может быть обманчиво, потому что у нас здесь выпал обман. 3 есть. Есть еще какое-то предложение, но это очень скользкое предложение, может быть обман. Вот об этом и говорится. То есть вот такое ощущение, будто вы чего-то ждали, и удача в чем-то, но существует какое-то предложение, и это обман. Не стоит на него соглашаться. Так. У нас, кстати, еще может быть конфликт на почве чего-то, но перевернуть мечи нельзя, потому что карта зафиксирована. Но есть какое-то такое, может быть, ситуация какой-то ссоры, какого-то конфликта из-за какого-то обманного дела, скользкого. Вы можете попасться на крючок, и это будет нехорошо. Это какой-то обман тут. Есть у нас какое-то событие, которое происходит раз в месяц. Может быть, что-то платите раз в месяц, допустим. Может быть, это у кого-то кредиты или, к примеру, коммуналка или пенсию или зарплату кто-то получает раз в месяц. Какое-то событие раз в месяц.
Так, есть еще ситуация, есть рядом с вами человек, который либо сплетничает у вас за спиной, э, либо всячески вас подначивает, пытается вас уколоть. Есть такой вот человек, который м, постоянно вот колкими словами вас как-то дергает, раздражает. Либо сплетничает, либо делает какие-то за спиной гадости. От такого человека можно ожидать какого-то обмана, какой-то неприятности и какой-то колкости. Вот. Знаете, такие люди, которые на слабо берут, типа, а тебе слабо там, ну, вот такое вот. Или пытаются чем-то уколоть, съязвить как-то. Вот есть такой рядом человек с вами. Так. Ну, мы предупреждены, значит вооружены, да? То есть посмотрели прогноз, и все может поменяться. Есть успех в каком-то деле, какая-то победа. Так, ну все вроде, да. Давайте-ка будем еще проверять. Есть у нас тут ситуация гостей. Может быть, может вот эти вот придут в гости товарищи, которые язвят вам постоянно и говорят какие-то, сплетничают о вас. В лицо говорят одно, а за глазами другое. Так, еще давайте-ка проверять. Тут мы не поменяем. Тут тоже. Тут совпадений нет. Теперь здесь посмотрим. Это нет. Это нет. Это тоже нет. И вроде тут тоже ничего. Но тут поменять нельзя, да. Ну вот смотрите. Есть ситуация. В начале недели у нас высматривается ситуация какой-то удачи, какого-то счастья для вас, хорошего такого. Вот вы считаете, что вот знаете, как удачу поймали за хвост. Но есть предложение какого-то, чтобы вы не попались на крючок, потому что это может быть какой-то обман. Может быть какой-то обман присутствовать. Вот и в удаче обман, и в этом деле обман, оно как-то пересекаться будет. То есть это в начале недели какое-то будет предложение, либо обманчивая удача может быть. Скользкое дело, из-за этого скользкого дела какого-то, чтобы вы не попались на крючок. Есть ситуация, может, так, события раз в месяц. Может быть, раз в месяц вас посещает там, либо вы посещаете. А, кстати, это еще может быть и к доктору обращение. Потому что у нас здесь либо приезжаете к маме, либо родственница какая-то к вам приезжает, либо такая ситуация может быть, там мама, свекровь или еще кто-то, как бы, либо вы к ней туда ездите, либо есть ситуация раз в месяц, может быть, платите что-то. Какая-то ситуация, которая происходит каждый месяц, один раз в месяц. Так, есть еще у нас ситуация человека, который
близок к вам, который рядом с вами. Это может быть сестра, мама, родственница какая-то близкая, может быть свекровь, теща. Либо та же, ну, жена тоже может быть, если у вас с ней не совсем хорошо складывается, допустим, то тоже может либо какие-то колкости вам говорить, вот вы на них будете отрицательно реагировать. Но здесь, скорее всего, что приезд какой-то женщины, потому что у нас есть кружка, может быть, приедет в этом месяце какая-то женщина к вам, скорее всего. Вот может быть такая ситуация. Либо человек, который сплетничает, если это в плане работы, бизнеса. Есть человек, который вам ставит подножки и сплетничает о вас, либо говорит нехорошие советы какие-то, не стоит человека слушать. Либо он может предложить вам какое-то скользкое дело. Это обманное, нельзя, не стоит. Вот. И есть ситуация вот в конце недели гости, и есть ситуация успеха и победы. А вот знаете, вот, ну вот серьезно, такое ощущение, будто вы смотрите этот расклад и делаете для себя какие-то выводы, и это все завершается победой и успехом. То есть скользкое дело, вы не если вам предложат, вы не согласитесь, допустим, потому что знаете, что будет какой-то обман. Ну вот такая ситуация. То есть у нас все заканчивается успехом и гости. Так, вот такой вот для вас прогноз. Всем спасибо за внимание, за просмотры, за лайки. Конечно же, ставьте для обмена энергиями, за комментарии. Всем пока-пока, до новых видео.